Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая сложилась на международном рынке зерна, о блокировании зернового коридора и о решении некоторых стран Центральной Европы, в частности Польши и Венгрии, запретить импорт украинского зерна. Извините, об этом я предлагаю поговорить с Юрием Демчогло, председателем Ассоциации гагаузских сообществ в Украине. Господин Демчогло, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте, добрый день, доброго дня, Заман Хайрулсун. Заман Хайрулсун, рады вас видеть. Обычно мы с вами говорим про ситуацию, ну, как обычно, ситуацию в Украине, но вот ситуация с зерном. Господин Демчогло, вот эти новости, которые мы слышим, да, с одной стороны, 28 судов заблокированы в Черном море в рамках вот этой вот зерновой сделки. С другой стороны, решение Польши, Венгрии о запрете импорта украинского зерна, и не только зерна, там речь идет, по-моему, сельхозпродукции. Вот что это значит? Зерновая сделка не работает, работает, и на каком этапе все это вообще на данный момент? Да, вы правы. Мы обычно с вами говорим о политике, о Да, да, да. общественности, экономике, потому что действительно экономика — это важный двигатель, и, в том числе и политики, и войны за экономики зачастую начинаются и заканчиваются, дай бог. Касательно зерновой ситуации, действительно, последняя неделя она очень сильно усложнилась. Ряд этому много факторов. Первое, то, что зерновой коридор, о котором договорились в конце лета прошлого года и который заработал с сентября прошлого года, он вначале работал так неплохо относительно, можно сказать. Вначале, если вы знаете принцип работы зерновой комиссии, то там создана совместная группа рабочая, в состав которой входит Министерство транспорта и Министерство обороны Украины, Турции и ООН. И с противоположной стороны взаимоотношений ООН, Турции и России. Тоже два министерства с этих стран. Представители этих министерств входят в объединенную комиссию по зерновому коридору. И если раньше, в сентябре, например, инспекторы этой комиссии пропускали в день, в сутки 12-15, доходило до 20 кораблей в сутки, то сейчас, особенно после ситуации, вы знаете, Россия даже выходила из этой комиссии, приостанавливала свое членство после Харьковской изюмской операции, если помните. Да. То есть изюмско-балаклейская операция, даже она вышла в одностороннем порядке, но тогда была интересная ситуация, когда Турция сказала, что мы можем продолжить без России, Россия же нам доверяет, мы будем ее информировать. Россия тогда поняла, что процесс может идти без нее, и быстро обратно вернулась в эту зерновую комиссию. Но на сегодняшний день работа комиссии фактически заблокирована. Вы сказали 28 суден, по моим данным, на сегодняшний день уже 49 суден заблокировано, Ого. уже почти под 50 суден, да, заблокировано. Последние данные, которые я час назад получил. То есть фактически это 10 дней, фактически 10-дневная норма суден не пропускается. В то же время Россия очень активно работает сейчас на турецком рынке и фактически отпускает цену постоянно, потому что, насколько я знаю, вот согласно этой же зерновой угоде, России разрешили продавать свое зерно в Африку, Среднюю Азию, дальневосточные страны, и Бангладеш, Китай, Филиппины и прочие страны. Она получила, то есть не блокируется, потому что в противном случае могли бы банковские организации, американские, европейские, блокировать даже транзакции по этим сделкам. Но Россия, благодаря в том числе за ей выгоднее зерновому соглашению, это делает. Но в последнее время у получателей, у покупателей российского зерна на тех рынках, дальних рынках есть проблемы с финансированием, потому что в мире есть и финансовый кризис. Уже не выдают кредиты так, как раньше выдавали, а это все были кредитные сделки. Последним ударом я знаю, что в Африке африканские страны начали массово
отказываться от российского зерна, потому что их не кредитуют. То есть они брали это в кредит. Не кредитуют под покупку, не кредитуют вообще или не кредитуют под покупку российского под зерна? покупку российского зерна им. Ага. В Украине закупают, и как Украина как напрямую продает в Африку, так и продает через международные организации, через ООН там, и международные зерновые трейдеры. Плюс в Украине присутствует очень много международных зерновых трейдеров, там Глинкорн, Бунге, международные, там, вы знаете, что в мире есть около десятка компаний, которые контролируют практически все зерно всего мира. И они практически все, ADM, там, они практически все присутствуют в Украине. В том числе у них в портах Одессы есть свои терминалы зерновые. Соответственно, пошла такая жесткая борьба за рынок, потому что на фоне финансового кризиса начали падать цены на зерно. В Украине на сегодняшний день, насколько я знаю, около 35 миллионов, 37 миллионов тонн экспортировано с момента начала войны за последний год. Ну, сначала через дунайские порты, плюс Украина имеет еще дунайские порты, которые нарастили тоже свой объем, которые побили свои показатели еще с советского периода, например, только порт Измаил в прошлом месяце 700 тысяч тонн грузов обработал. При том, что советский период он обрабатывал там максимум 500 000 тонн. И 15 миллионов тонн грузов экспортных и импортных пошли через дунайские порты Украины. Измаил, Килья, Вилково и Рени. И, кстати, Украина построила новый порт за это время, порт Орловка. Между Измаилом и Рени Украина построила новый порт. Он начал работать, и там, я помогал этому порту усиленно, строительстве этого порта. И, то есть Украина больше 15 миллионов тонн экспортировала через дунайские порты. И плюс дунайские порты сегодня работают не только на экспорт, а и импорт. Дунайские порты стали основным хабом, через который идет там стройматериалы, удобрения, потому что одесские порты в рамках зернового коридора могут работать только зерновыми грузами. Зерновыми грузами там и плюс масло подсолнечное тоже в танках, в наливных танкерах можно вывозить по зерновой угоде, по зерновому соглашению. Дунайские порты поэтому важную роль играют. И плюс отдельно работал коридор, польско-венгерский коридор, где через железную дорогу вывозилось зерно в порты Польши в основном, частично еще и порты Литвы. То есть это порты Клайпеда, Литвы, порт Гданьск и порт Щецин польские стали фактически украинскими зерновыми портами, так же, как и порт Констанца в Румынии. Порт Констанца в Румынии, кстати, еще стал, как говорят, одесским контейнерным терминалом. То есть контейнерные грузы тоже сейчас почти все приходят и уходят через Констанцу. В связи с понижением цены, да, и из-за финансового кризиса в последнее время цены пошли вниз. Хотя потребность в зерне очень большая. Плюс у Украины еще есть остатки. А почему тогда завершить этот вопрос, казалось бы, на рынке есть нехватка, дефицит в связи с ограничениями по вывозу украинского зерна, но вы говорите, что цены идут вниз. В чем причина? Две причины. Первая причина то, что финансовый кризис есть и не кредитуются сделки, в том числе даже там европейские. И вторая причина то, что скоро новый урожай пойдет. В конце июня начнется новый урожай там, в Украине, в Южной Европе, там, в Румынии, в Болгарии, чуть попозже, там, в конце июня, начале июля уже в Центральной Европе. И у европейских фермеров, у европейских зерновых компаний сложилась такая ситуация, что они не продавали свое зерно, надеясь на то, что цена на него поднимется. И получается, сегодня на складах польских, там, венгерских, румынских компаний есть остатки тоже, а цена низкая. И сегодня они как бы винят в этом дешевое украинское зерно.
Но при этом они сами скупали дешевое украинское зерно, я правильно понимаю? Абсолютно верно. Они сами же скупали в начале, особенно в первой половине как бы сезона, который начался в июне прошлого года. Весь прошлый год фактически скупали дешевое украинское зерно. Кроме этого, вы знаете, Европейский Союз сделал Украине очень большую привилегию. С мая прошлого года, или с июня, уже не помню, май или июнь прошлого года, Европейский Союз отменил для украинского зерна все пошлины, все налоги, даже отменил НДС. То есть украинское зерно продавалось в Европу как европейское. Как любой, фактически Украина стала зерновым членом Европейского Союза. То есть, что купил ты внутри Румынии или внутри Польши, то же самое ты покупал в Украине зерно и не платил никаких налогов, нулевая ставка была. Понятно, что этим недовольны местные фермеры, которые винят в этом в Украину, не винят, а винят политику Евросоюза, но как бы терпели целый год, понимая, что в Украине война, и нужно украинскому народу, украинскому экономике нужно помогать. Видно, и терпение начинает чуть лопать, но в этом они виноваты как бы и сами. Они скупали, они не продавали свое зерно. Как бы это экономика, это, как говорится, это only business, как говорят американцы, это только бизнес. То есть, надо было почему они придерживали? цены. Я прошу прощения, они действовали, получается, скупая украинское зерно, которое было дешевым, потому что Украина по дешевке его продавала. Очень многие, кстати, на этом пытались навариться, те же, насколько мы понимаем, в той же Румынии, в той же Польше. Почему они не продавали его сразу? Они придерживали его до лучших времен, получается, или что? Они придерживали, надеясь, потому что каждый год зерно под конец сезона вырастало в цене до нового урожая, до сборки на урожай. А в этом году так не произошло. Соответственно, сегодня на складах, европейских зерновых складах скопилось много зерна, вы правильно. И в основном польские и румынские компании этим занимались. Они скупали украинскую зерновую продукцию. Но сегодня у них на складах есть много продукции. И цена идет вниз, и получается, что они терпят убытки. Но еще раз говорю, это только бизнес. Вот то, что волна началась, то, что Польша приостановила импорт, Венгрия приостановила импорт, Румыния там подумает над этим, Болгария, я знаю, тоже. Но, понимаете, импорт они приостановят. Для Украины достаточно, чтобы разрешали транзит. Потому что все равно Украина 80% зерна продает не в Европейский Союз. Оно продает основные сделки, это сделки африканские, сделки там, Центральной Азии, сделки Китая, сделки Бангладеш, очень выгодный рынок для Украины, сделки в Индию, хотя и Россия тоже в Индию продает. Кстати, Россия полностью выбила украинское зерно с Индии, потому что там цены практически, мне говорят, что на индийский рынок там дают дисконт до 30% российских компаний. То же самое сегодня вот российские компании, как мне говорят мои знакомые в Турции, российские компании пооткрывали в Турции компании, которые, то есть российская компания из России продает своей же турецкой компании зерно, и русские пошли даже дальше, они арендуют портовые элеваторы уже в Турции, то есть они становятся, то есть арендуют на год, на два, выгружают зерно в Турции и продают его как турецкая компания уже в розницу, можно сказать, фермерам турецким. Я боюсь, что такая же проблема может недовольство быть и турецких фермеров, потому что, как мне говорят, турецкие склады тоже забились, а новый урожай начинается через Турция, урожай начинает собирать чуть раньше, в конце мая, начале июня, мне сказали. То есть может быть такая ситуация, что турецкие склады полны старым урожаем, и новый нужно будет отпускать цены. Сейчас в Турции выборы. В Турции еще выборы, да. То есть есть такая ситуация, но все зависит от уровня нового урожая, как на всем зерновом рынке. Если урожай будет плохой, ситуация выровняется. То есть в Европе, там, в основном в Европе, Турции. Ну, Турция, насколько я знаю, ей до своего зерна, своих зерновых хватает только на 30-40% в зависимости. Даже максимум наполовину, если очень хороший урожай. А остальную половину или остальные 60% она должна будет закупить.
Хорошо, а что в данном случае пытается добиться Польша? Понятно, защитить своих, потому что было заявление первых лиц Польши о том, что они пытаются защитить своих фермеров, и это в том числе в интересах Украины, потому что Украине невыгодно иметь ослабленную Польшу, которая не может с внутренним политическим, экономическим кризисом. Как вы думаете, как разрулится эта ситуация? Вы говорите, что позволят, достаточно Украине, чтобы разрешили только транзит, как бы пусть не покупают, просто пусть позволят транзит. Но, насколько я понимаю, и транзит тоже не разрешают. Не, транзит не запрещает. Вот по Транзит моей не разрешают. информации, на вчерашний день, я специально вчера говорил с таможенниками, без проблем поляки разрешают транзит. Единственная проблема была еще такая, что, насколько я слышал, в Польше заведено уголовное дело, когда часть польских компаний под видом транзита завозили на внутренний рынок тоже, не оплачивая на внутреннем рынке. Тоже такая история, там пару компаний засветились, польских именно компаний, которые этим занимались. Но это дело правоохранительных дел, это дело, правоохранительные органы Польши пусть занимаются этим делом. То есть они, транзит на вчерашний день пропускали. Импорт уже не пропускали, но транзит пропускали. Хорошо, а вот к чему приведет эта вот война, зерновая война между Россией и Украиной, которая, очевидно, уже война, можно сказать, да, потому что вот эти демпинг-цен, как вы говорите, со стороны России тоже присутствуют. В Индию продают по 30% дисконту, как и нефть, в принципе, да. То есть, как бы, Путин, как обычно, всех переиграл. Посмотрим, как он в этом деле переиграет. Я думаю, что зерновой коридор всегда был там оружием в руках России, как бы способом манипуляций. Вот тоже, я же говорю, когда была ситуация, когда Россия типа вышла, мы выходим из зерновой сделки. Но потом быстро ее вернулась, потому что я думаю, что сегодня, сегодня чуть ослабла роль Турции, не ослабла роль Турции, а Турция чуть не до Украины и не до России. У Турции последний месяц очень много своих проблем. Начиная с землетрясения, заканчивая выборами. И плюс экономический кризис. Да, очень большой экономический кризис действительно в Турции. Тоже проблемы, мне сказали, что в Турции тоже перестали банки кредитовать любые сделки. Любые. Начиная там от торговых, заканчивая недвижимостью. Очень тщательно, то есть получить кредит, как раньше, невозможно раньше было. Без проблем там. Хочешь кредит, завтра получи. То есть банки придерживают кредитование сделок, а соответственно, как правило, половина сделок в экономике Турции это под кредитные деньги. То есть Турция сегодня чуть-чуть не до этой ситуации, Турция пустила это чуть-чуть на такой самотек, но думаю, что это выровняется после выборов. Кто бы ни был президентом Турции, я думаю, что это выровняется. Потому что Турция очень важный геополитический игрок, и он в конце концов гарант в этом конфликте, и должен и захочет им быть, потому что безопасность в Черноморском регионе прежде всего, как бы превыше всего для Турции. Она не хочет, чтобы ситуация обострилась в этом регионе и более-менее, чтобы было под ее контролем. Плюс поживем, увидим, но знаю, что центральный аппарат, центральные органы Европейского Союза уже сделали замечание Польше, Венгрии, что они не могли в одностороннем порядке это принять. Я думаю, что они или получат какие-то дополнительные дотации, потому что европейские фермы, в отличие от украинских, очень серьезно датируются Европейским Союзом. Украинских фермеров такой возможности нет. То есть у Европейского Союза есть возможность успокоить польских фермеров? Я тоже так думаю, что да, есть возможность и кнутом, и пряником. То есть и пожурить за принятие решения, и плюс чуть-чуть пряника подкинуть, какие-то преференции. Думаю, что это успокоится, но проблема именно зерновой сделки, зернового коридора, она сейчас будет очень ярко выражена. Я думаю, что в роль мы ждем во время контрнаступления украинской армии, которое в ближайшее время должно начаться, Россия обязательно, наверное, объявит о том, что выходе из сделки или прекращении сделки и тому подобное. То есть это будет, мы ожидаем, что это ее реакция на успешное контрнаступление украинской армии будет
одно из первых там, все, мы останавливаем, типа, я закрываю опять за одесские порты, не разрешая зерно и тому подобное. Ну, посмотрим. Мы надеемся, все надеются на новое контрнаступление украинской армии. И что бы там ни говорила Россия, я так понимаю и уверен, оно состоится. Как бы там Россия не останавливала, не выходила из зерновой сделки. И желаем ВСУ победы и успехов в этом готовящемся контрнаступлении. Господин Демченко, я благодарю за то, что пришли к нам и прокомментировали Спасибо. ситуацию. До свидания.